Здравствуйте, вы смотрите программу «Гунтар ТНД», и сегодня у нас на повестке дня первым вопросом значится вопрос разный. Депутаты поднимали социально-экономические проблемы населения. Далее у нас значится 15 вопросов в повестку дня вошли. Это проект закона о паралимпийском спорте, а также поправки в Трудовой кодекс, в закон о статусе депутатов местных кенешей, а также закон о выборах депутатов местных кенешей. Саламатсызбы. Вы сегодня выступали в вопросе разное. Какую проблематику вы поднимали? Сегодня я поднимал вопросы по Учкоргонскому аэльному өкмөту. Это мой округ, потому что есть там такой маленький казусный момент, что действительно этот Учкоргонский аэль өкмөт находится на границе. У нас есть закон о особом статусе и развитии этих сел, которые находятся вблизи границы. Но, к сожалению, вот именно Учкоргонский аэль өкмөт, оказывается, он не входит в перечень правительства, которые имеют особый статус. И я вот сейчас поручил правительству, чтобы они пересмотрели, чтобы внесли этот Учкоргонский аэльный округ өкмөт в перечень приграничных районов. А это говорит о том, что это уже особый статус и особое финансирование идет этого аэльного округа будет. Вот такой вопрос я поднял. Спасибо. Вопросов очень много, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Вы сегодня ряд депутатов поднимали вопрос, проблему строительства новой школы, да, и завершения. Вы также сегодня озвучили данный вопрос давно. Да, я сегодня подняла два вопроса. Один из них касается Соколовского района. Там, допустим, в Джангапахтинском айлокмету есть школа, которая, типовая старая школа, которую еще в 1948 году построили. И вот никак там, получается, рассчитано на 200 мест. Вот помните, да, мы с Таджикистана этнических кыргызов, Кучуртык, мы же им земли предоставляли. И, естественно, инфраструктуру, школы, да, нужно все это развивать. И, к сожалению, с 2012 года по сегодняшний год, это по 2016 год, это каждый год идет обещание, мы в следующий год бюджет Киргизиевс, и через год Киргизиевс, и 4 года, оказывается, это не рассматривается. И вот я сейчас обратилась к представителю правительства, чтобы они обязательно посмотрели и попробовали, и включили это как в капитальное строительство на следующий бюджет. И второй, там также в Сокулуке есть Вайнантоновский айлокмету. Там вообще в 2012 году построили, заложили в бюджет строительства школ, начали. Проект сам на 136 или 139 миллионов сомов оценили. Из 2012 года миллион сом берет, яки миллион сом берет. И вы представьте, если ты миллион сомов начинаешь, там фундамент залил, да, и потом год замораживаешь, он же за год, это все же, имел палат разрушается же. И получается вот таким же макаром, грубо говоря, да, это 4 года происходит. И в то же время мы озвучили, что мы строим 100 школ. Я просто сейчас правительство предложила, представителю правительства, можно ли сделать так, чтобы как-то не по 1 миллиону выделять, да, в области, допустим, если 4 долгостроя есть, а поднять, допустим, собрать и договориться с этими главами айлокмету или с акимами, может быть, одну школу лучше закончить. По очереди, да, каждый объект? Потому что это вообще нерациональное использование средств. У нас и так большой кризис в экономике, и с бюджетом большие проблемы, да. Как-то к этому надо подойти очень просто трезво, прагматично. Спасибо большое. Спасибо. Саламатсызбы. Бутабек Юсупович, сегодня у нас в разделе «Разное» ряд депутатов выступили с проблематикой строительства ряда социально значимых учреждений. Озвучьте, пожалуйста, детский сад или школа вы поднимали вопрос строительства, завершения строительства? Нет, это я поднял вопрос по строительству детского сада. Нового, да? Да, детский сад в селе Караджигач, это Аламединского района. Строительство началось в 2013 году. И уже как 2 года простаивает. Поэтому я поднял проблему, чтобы закончить это строительство. А представитель правительства сделали сразу ответную реплику, как это обычно бывает? Я надеюсь, они решат эту проблему и выделят соответствующую сумму. Спасибо вам большое. Рахмат. Саламатсызбы, вы сегодня выступали на вопросе «Разное». Какую проблему вы сегодня озвучили? Сегодня я озвучил проблему о ремонте залбокса, который находится в «Спартаке». Вот и уже год поднимал этот вопрос. Правительство обещало в этом году дать 5 миллионов 800 тысяч для ремонта залбокса, который тренируется сборная Кыргызстана по боксу. Второй вопрос был о выводе радиационных автомашин, которые находятся на станции Аламедин. Они должны вывести это
пункт захоронения радиационных отходов, но они тоже, я по моей информации, они готовят постановление правительства о вывозе автомашин радиационных, которые пришло с Японии. Сегодня будет на повестке дня будет рассмотрен проект закона о поправке в закон о выборах местных кенишек, депутатов местных кенишек, которые предусматривают необходимость сохранения 30% квоты для женщин. Вообще, как вы относитесь к этому законопроекту и как вы думаете, успеете ли вы принять к 11 Если декабря? сегодня они будут рассматривать этот законопроект, ну сейчас депутаты решают, мы надеемся, что мы успеем, это 30% квот для женщин на местный кениш. Получается, что 11 декабря, если к этому времени будет принято, уже депутаты местных кениш 30% будет уже гарантированно представители я сейчас не могу сказать, но сейчас мы рассмотрим этот законопроект, а после этого уже будет известно, успеем или нет. Спасибо большое. Вы сегодня выступали на вопросе разные. Какую проблематику вы сегодня поднимали? Вопрос такой был. Я сам депутат Сахсийского района, а там проблема, что большегрузные машины заезжают в город. Это очень большая проблема, потому что там ширина дорог всего 6 метров, а большегрузные машины где-то 50 и больше тонн весит, и они даже поворачивать не могут. Поэтому там находится 3 школы, где-то 5000 учеников учатся, поэтому я хотел... То есть предложил, есть вариант альтернативной дороги, которая обходится где-то 4 километра, 12 миллионов сомов всего. Надо, чтобы золотодобывающие, которые возят концентраты, или они помогли, или за счет бюджета построить вот эти 4 километра альтернативных дорог. По этому вопросу выступал. Сегодня будет рассмотрен проект закона, который предусматривает о необходимости сохранения 30% квоты для женщин-депутатов в местных кенешах. И как вы думаете, успеем мы после 11 декабря, когда будут проведены уже выборы? Я думаю, возможно, успеем. Но я, так как только вчера принял присягу, я еще не в курсе, в каком чтении этот проект находится. Во втором, насколько я помню, да. Если при желании, конечно, успеть можно. Я полностью поддерживаю, я за. Как вам быть депутатом? Я еще полностью не осознал. Работаем, учимся, но я думаю, это большая ответственность, будем работать. Удачи вам, спасибо большое. Большое. Вы смотрели программу «Комментарий ТВНД», и сегодня у нас на повестке дня 15 вопросов. Первым, значит, вопрос разные. Депутаты озвучили ряд проблем. Далее будет рассмотрен после обеда законопроекты, в том числе поправки в Трудовой кодекс, поправки в закон о статусе депутатов местных кенишек, закон о паралимпийском спорте, а также проект закона, который предусматривает 30% квоту для женщин-депутатов местных кенишек. Спасибо большое, до свидания.